За последние 2 года в республике выросло количество выпускников, которые не смогли сдать единый госэкзамен. Эта информация прозвучала сегодня на коллегии Министерства образования Коми. Чиновники и педагоги обсудили, кто виноват и что делать. Светлана Некрасова подробнее. В этом году во время ЕГЭ наши педагоги зафиксировали 8 серьезных инцидентов. В Печоре школьник выложил в интернет фото тестов. 4 выпускника пользовались шпаргалками, кое-кто пронес в аудиторию мобильный телефон. Все это, уверены собравшиеся, недоработки педагогов. Они, видимо, не объяснили детям всю серьезность столь беспечного поведения. Вообще, к учителям в этом году немало претензий. Они, например, разрешали выпускникам заполнять бланки ручкой с синей пастой или обычным карандашом. Вроде мелочи, но они заставляли понервничать и проверяющих, и проверяемых. В результате специалисты сегодня Республиканского информационного центра оценки качества вынуждены больше тратить времени на обработку. И эксперты предметных комиссий тоже вынуждены больше тратить времени на обработку, потому что трудно читается текст, написанный не той пастой, да, или рисунок, сделанный карандашом, вообще не читается. Но тем не менее мы увеличиваем, мы пытаемся технически восстановить все, что возможно. Чтобы призвать педагогов и организаторов ЕГЭ к порядку, в этом году для них ввели административную ответственность за нарушение процедуры госэкзамена. Наказание – штраф. Причем речь идет о весьма приличных суммах. У нас сейчас определены даже, скажем так, штрафы на физические лица, на должностные лица, юридические лица. Причем, так скажем, существенно уже отличающиеся по размерам от тех, которые были раньше. Сейчас на должностные лица, то есть на юридические лица могут быть до 200 тысяч штрафы наложены за нарушение процедуры единого государственного экзамена. Еще одна тревожная цифра – 208 выпускников провалили ЕГЭ и остались без аттестатов. Лучшие результаты показали, как обычно, ученики лицеев и гимназий. Причем такие школьники проявили себя как в своих профильных, так и в других дисциплинах. Именно поэтому Министерство образования настаивает, углубленное изучение отдельных предметов должно быть в каждом образовательном учреждении. Пока же 60% выбирают обычную базовую программу. Снижение результатов отмечается прежде всего потому, что у нас идет профанация профильной подготовки в образовательных учреждениях. Выбирая универсальный профиль, мы тем самым не даем соответствующей подготовки и не обеспечиваем подготовку к единому государственному экзамену. Задачу сделать все школы профильными поставили перед муниципальными отделами образования. Их руководители говорят, цель хорошая, выполнить ее трудно, особенно на селе. Нужны специалисты, материальная база, дополнительные часы и сетевое взаимодействие, обмен между школами. Но если говорить о сетевом взаимодействии, в Ижевском районе многие населенные пункты удалены, отсутствует дорожная сеть. Естественно, школы изолированы друг от друга, и ни о каком сетевом взаимодействии уже говорить невозможно. Хотя на сегодняшний день у нас в районе 12 средних школ, и они стараются реализовать профильное обучение, но в основном это внутри самих учреждений. Как бы то ни было, педагоги нацелены на то, чтобы улучшить показатели по ЕГЭ и вернуть региону позиции 2009 года, когда результаты единого госэкзамена в республике были выше общероссийских. Сейчас учителя намерены сосредоточиться на разъяснительной работе. Дети должны знать, как будут оценивать их результаты, сколько баллов им нужно набрать, когда и почему подают апелляции, и главное, что может случиться, если они нарушат правила. Светлана Некрасова, Кирилл Шучалин, телеканал Юрган, Сыктывкар.